Не прийти было нельзя. Но я поставил эту цель. Я обязательно должен поработать в банке. Мне это было всегда интересно. Я почему-то считал, что в банке работает элита какая-то, ну, на тот момент. И я должен попасть в эту среду. 4 года ты меняешь кардинально профессию, от преподавания переходишь к розничным продажам, к сейлс-продажам, добиваешься результатов каких-то, я правильно понимаю? А если я вижу перспективу, я просто соглашаюсь. Я не думаю, а что будет, как, там, третье, десятое. Я говорю, окей, а дальше посмотрим. Всегда в душе охота была вернуться в свою страну. Я думаю, ты скажешь, всегда была охота стать предом. Наша задача — дать возможность мерчанту принимать платежи, точнее, принимать эквайринговые платежи любым способом. Мне кажется, мы один из единственных банков, кто сейчас это разработал, когда в доли секунды ты, как мерчант, заходишь в приложение, мобильное приложение Freedom Business, и просто нажатием одной кнопки заказываешь себе терминал. Я поздравляю тебя с генеральскими погонами, да? Спасибо. Надо было раньше прийти на подкаст. Когда ты выстраиваешь работу через доверие, люди начинают раскрываться и созидать. Тогда мы с тобой договариваемся здесь на подкасте, это же сохранится в истории, что после 50 идем преподавать. Салем Достар, наш очередной выпуск Freedom Business под капотом. И у нас сегодня интересный гость Дулат Сарышев. Дулат работает у нас управляющим директором, курирует эквайринг. Мы об этом обязательно поговорим, попробуем раскрыть для наших зрителей, что такое вообще эквайринг, потому что слово эквайринг как бы оно как сленг, как термин распространенный, но не все его понимают предприниматели, его понимают, наверное, часть клиентов, но не все. Он бывает ПОС, ЯКом, как раз, наверное, об этом тоже многом поговорим. Но прежде чем проговорить про направление, которое ты ведешь в банке, в организации, про твою команду, про твой опыт, давай мы раскроем, кто такой Дулат Сарышев, какой опыт у тебя был, твой бэкграунд, какой путь ты прошел, прежде чем ты оказался во Фридоме. Ну и об этом тоже можешь рассказать. У нас, я помню, там собеседование, которое мы с тобой проводили в первый раз, да, и как ты, собственно, приземлился в нашу команду, и что ты сейчас за этот период, чего ты достиг. Собственно, вопрос, давай познакомимся и расскажем больше про тебя. Спасибо за приглашение. Ну, вкратце, если про себя. Начинал я с преподавательского стажа, то есть я был учителем. Это, Подожди, а вот это интересно, вот что такое я был учителем? Как ты им стал? Вот что ты закончил? Почему ты решил быть учителем? Учителем чего, опять-таки? Это была обычная средняя образовательная школа, и у меня всегда была почему-то Ты в школе преподавал? Да, я обычно в средней школе, там, где 12 В классов, каком до 11 городе? классов. Это Актюбинская область, город Эмба. Окей, Да, это интересно. очень далеко. После университета? Да, Или ты после, как-то параллельно совмещал? с университетом Ты совмещал. да, перешел на заочное образование и решил, потому что на тот момент не хватало кадров учительского. Именно, получается, я преподавал в русскоязычных классах, смешанное было образование, то есть и казахский язык, и русский. У меня больше был профиль именно преподавать русскоязычным классам. Их было мало. Они были мало укомплектованы, по 5-6 человек, и их было мало, и люди не хотели идти. Потому что это часы. Тебе на урок? Нет. Я шучу. Не хотели идти именно заниматься преподавать, потому что это мало зарплаты, часов мало, и получается, неинтересно. Они искали другие какие-то направления. Мне было это интересно, потому что, как-то нужно было. Хотя я учился на инженера-программиста, Мгм. я пошел в школу, начал преподавать именно информатику. Я много предметов. И химию, и физику, потому что бывало, что в какой-то период Ты учебный... замещал, в смысле, да? Да, замещал. Часы забирал, да? Часы забирал, потому что бывали учителя просто увольнялись, Мгм. и некому было преподавать. И приходилось замещать их, и, получается, такой универсальный учитель был. Но я скажу, что это самое сложное в моей трудовой деятельности, где-то свыше 20 лет. Это Ну тебе сколько было? Ты же сам был молодой. Сколько тебе было? 21, 22? 22 где-то, да, 22, да? 22 года, да. Я был очень молодой, я преподал в той же школе, где я закончил. И мне было легче, потому что все наши учителя, Директор знал, да? да, все они меня знали и меня поддерживали. В этом было, классно. Но получается,
труд учительский, он реально тяжелый, потому что ты работаешь с учениками. Мы сейчас с вами работаем, например, с сотрудниками, и на крайний случай можно уволить кого-то, да, если за неуспеваемость в работе, условно говорю. А в школе ты же учеников не уволишь, у тебя есть... Они тебя могут уволить. Да. И как раз-таки, да, вы верно подметили, тот период, это был такой переходный. Если, помните, в советское время, если мы хулиганили, учитель нас бил, ругал, потом в придачу приходили родители и добивали, да? И был такой период. А тот период, когда я начал преподавать, он уже менялся. И ребенок в Имел право семье... голоса. Да, было право голоса, он мог пожаловаться и так далее. И в этом плане тоже было сложновато. И в работе с учениками ты не уволишь никого, тебе нужно работать и показывать результаты. И вот это самое трудное, потому что 30 учеников, и получается, какая-то часть успевает, это отличники, хорошисты, какая-то троечники. У тебя нет права делить, ты должен в любом случае информацию довести, и у учеников должен быть некий результат. И нас оценивали, учителей, только по результатам. Вот это было сложно. Ну и потом, каждый раз готовясь, учитель тоже готовится к занятиям. То есть каждый вечер ты должен там план мероприятия писать, ты должен поурочные планы писать, это все готовится. На следующий день без поурочных планов тебя вряд ли впустят на урок, потому что есть завуч, который подписывает, тем самым ты готов к этому уроку. Ты должен освежить свою память, потому что там все на свете помнить нет возможности. И вот это было сложным, но при этом это как раз-таки дало фундамент того, что сейчас я, например, имею, к чему сейчас пришел. Потому что я умею планировать. И самая тяжелая работа с учениками, наверное, это заинтересовать их. Это первое. И второе — убедить их. То есть 30 человек, и ты должен как-то, потому что кто как, кто-то успевает, кто-то не успевает, но заинтересовать нужно. Вот это было сложно, 4, да, где-то 4 года, наверное, этой работы, сложная работа. Для меня это сложно из всего этого пути, но интересная. И вот этот фундамент, он как бы дал мне возможность дальше экспериментировать, расти, развиваться. Вы, наверное, на одной волне были, там возрастной, разница небольшая же была, там, условно, если ты преподавал старшеклассникам, 10-11 класс, ну, по сути, это там, сколько, ребята на 4-5 лет меньше учились, Да, они, да, наверное, да. плюс-минус знали, кто такой Дулат Да, Сарышев, да? да. У нас, кстати, с теми, кто старшеклассники, были более дружеские отношения. Мы в поход, я даже был классным руководителем, помню, 9 что ли, класса, не помню точно. У нас были очень дружеские отношения, а были и классы поменьше, там, 6 классы, 5. И там, Агай, там, Дулат Агай, это Дулат Изатаевич, там, было такое отношение. Но опыт колоссальный, я всегда считал и буду считать, что учительский опыт, он важен, он, ну, очень тяжел, труд учителя очень тяжелый, и мне кажется, там нужно, платить им хорошо, потому что это, морально и физически это тяжело. Я вот ты начал рассказывать, мне тоже ностальгия, вспомнил свой школьный период. Какой это год? Ну, 2000 я школу закончил. Ну вот, собственно, у нас была информатика, но не было компьютеров. И, кажется, был какой-то один сакральный компьютер какой-то, он вот тут под 7 замками был закрыт, Да, не дай да. бог, чтобы его кто-то сломал. Когда какая-то комиссия приезжала, кажется, открывали этот кабинет с одним компьютером, собственно, показывали, что он работает, собственно, и все. И первый раз я увидел в целом, познакомился, что такое мышка, клавиатура с компьютером в университете уже. Вот представляешь, я поступил, и вот информатику я начал там изучать. Ну, прикольно. Почему ты решил бросить это преподавание и следующие шаги свои расскажи, пожалуйста. В то время как раз-таки финансовый рынок был очень зарождался. Я очень много читал в то время, газеты же, интернет как такого особо не было распространено. Я читал и видел, что обзоры, что именно финансовый рынок, он передовой в Казахстане. Была пенсионная система очень развита, чилийская, да, мы по опыту Чили взяли его. Была банковская система, она была развита во всем СНГ даже лучше, чем в России. Ну, на тот момент, по крайней мере, я так
считал. И мне всегда была охота вот в эту стихию. Но образование мне не позволяло, инженер-программист, нафиг нам нужны программисты, да? Ну, в то время банки не были цифровизованы, даже не автоматизированы. Это все было вручную, и было очень сложно попасть, но я поставил эту цель. Я обязательно должен поработать в банке. Мне это было всегда интересно. Я почему-то считал, что в банке работает элита какая-то, ну, на тот момент, и я должен попасть в эту среду. Но у меня никак не получалось, я не проходил эти собеседования. Прошел я в пенсионный фонд, но это около, получается, банковской деятельности. И в пенсионном фонде, правда, там в нескольких пенсионных В фондах, я каком? уже не помню. Разные. Ларумит, Вот наверное, да, там, там, да? да, там очень Мгм. разные названия. Ларумит, нет, я там не работал, не помню я Ну, уже, окей. да. И Сколько лет? там тоже где-то 4, наверное, А в кем ты общем-то. работал Я там? был обычно специалистом по привлечению, и здесь он... Ну то есть ты не был человеком, который а-ля там сисадмин, там программист, Нет, там нет, нет, включи компьютер мне, ты пошел в сейлза, да, там Да, прям? мне сказали, вот мы тебя возьмем, если ты привлечешь нам какую-то компанию. Интересно. Рейтинги пенсионных фондов, был один только рейтинг, это доходности. Он ежемесячно, Национальный банк выпускал этот рейтинг на сайте своем. И у нас всегда было в конце. Ты пошел на рынок, в общем-то. Да, нужно идти на рынок, и только с этим рейтингом ты можешь как-то привлечь. А у нас всегда где-то там в конце, в 20-й, там, не знаю, 15-й. Как вот привлекать? Вроде бы доходность ужасная по сравнению с другими пенсионными фондами. Но я брал харизмой, привлекал. Я в то время и казахский не знал. Заходил в школы казахские. Да как я не знаю, но договаривался с директорами, они мне собирали они мне, так как я был учителем, мне ближе было идти в Ты со школу. школы начал, да? То есть Да, да, нетворкинг свой начал да, использовать. это моя стихия, я их знаю, их боли. 4 года работал Свою бок о школу бок. первую перевел, скажи честно. Нет, нет, Нет? нет, наверное, нет. Потом. Обычно свои же не поддерживают, ни родственники, никто. 4 года ты меняешь кардинально профессию, от преподавания переходишь к розничным продажам, к сейлс-продажам, добиваешься результатов каких-то, я правильно понимаю? Планы всегда Ну, исполнены, аудиторы всегда идеально проходили. То есть, хороший окей. результат. Ты на каком-то счету определенно хорошем. Что дальше происходит за Ну, 4 моя, года? моя мечта остается устроиться как-то в банк. С учетом того, что я уже около банковской пенсионной системе работал, это уже ближе к банку. Я начинал снова отправлять резюме. И в один прекрасный момент меня пригласили в БТА-банк. Это ПИК. Мгм. Это мы работали в Актюбинском филиале. Он самый такой считался крутой в Казахстане среди филиалов БТА-банка. Я был розничным универсальным кредитным менеджером. То есть моя задача была выдавать кредиты. То есть ты с города Эмба переехал в Ахтубе уже, и Ну, в Ахтубе, собственно, ты уже работал в я пенсионном фонде, да? В Эмбе работал в Да? пенсионном фонде, потом в Актюбе. Вот, и потом мигрируешь именно в Ахтубе, в филиал банка Туранале. Да, да, в Дұрыс па? Актюбе. Мгм. Жақсы. Окей. И куда ты перешел, кем перешел? Вот у менеджером розничного кредитования выдавал кредиты. И, тоже до 2009 года проработал там. Там, Пару наверное, лет, получается, да? пару лет, да. И как раз-таки наступил кризис у БТА. Вот это все, и сокращения пошли. И, получается, после БТА банка я перешел в один из крупных банков Казахстана на тот момент. И проработал там 12 лет трудового стажа. От универсального менеджера до заместителя председателя А правления. ты не кредитчиком туда бы зашел, да? Вот Кредитчик, это кредитчиком, да? было универсально, мы и выдавали и кредиты, и Мгм. карточки, и депозиты, то есть три в Там одном. же в Ахтубе. Да, это было в Кандагаче, начинал я, а Мгм. потом перевелся уже в Актубе. Это район в Актюбинской области. Вот момент, давай вот для наших, у нас же там, кто нас смотрит тогда, для кого мы передачу делаем? Во-первых, для наших сотрудников холдинга, мы там рассказываем под капотом многие процессы, там холдинг же большой. А во-вторых, это молодежь в основном, да, и мы хотим рассказать путь нашего гостя, что вот как становится SEO
предами, зампредами, руководителями, успешными людьми больших компаний. В какой момент ты начал переходить из, так скажем, э, специалиста, да, к управленческим, так скажем, должностям? И как это происходило? Вот чуть-чуть расскажи, почему так произошло? Как ты стал зампредом? Ну вот расскажи, это же интересно. Но прежде чем зампредом, первый опыт руководства, это когда я был специалистом в Актюбе, и не было возможности в Актюбинске стать руководителем хотя бы какого-то отдела. Потому что я пришел в этот банк позже, все мои сверстники уже были руководителями в разных подразделениях, отделах, отделениях и так далее. И либо нужно было ждать там какой-то период, 2, 3, 5 лет, чтобы кто-то там уволился, и ты занял его место. И я подумал, я не могу себе позволить там 5 лет сидеть и ждать, когда кто-то на декрет Ну, уйдет. текучка низкая, тогда Да, очень за работу низко. Да, держались в все банке, особенно в держались, да. регионе. И началась такая Ты интересная начал вещь. поддавливать, да? Нет, началась такая вещь, такая ротация. Окей. Она интересна тем, что меня пригласили в Жанузинский филиал. Точнее, я сам напросился. Потому что я увидел, что там нужен руководитель. Моя мечта стать руководителем. Но нужно переезжать. То есть с Актюбе и в Жанузин. Два разных мира, так сказать. И здесь мне помог я никогда не боюсь, когда мне кто что-то предлагают. Вот это очень важно. У меня никогда не бывает сомнений тогда. Если я вижу перспективу, я просто соглашаюсь. Я не думаю, а что будет, как, там, третье, десятое. Я говорю, окей, а дальше посмотрим. Меня пригласили руководителем управления по работе с проблемными кредитами в Жанузин. И я сразу соглашаюсь. Все там в шоке. Как? Ты в совсем другую область. Ментальность другая. Вообще, сам по себе Мангистау, он другой. Как я там выживу? Таких вопросов не было. Люди задавали, я как-то не обращал. Поеду, посмотрю. Получится, нет, нет. И уехал. Уехал, получается. Получилось 4 года в Жанузине. Вы прекрасно знаете, Мангистау — это такая святая земля. 360 этих мечетей, да, на территории. Плюс такая, она более казахоязычная. Это был настолько такой вызов для меня. И никогда не был руководителем. Куда меня отправляют, я вообще не понимал смысла этой работы. Несмотря ни на что, я согласился, поехал за 2 года в работе по проблемным, добился колоссальных результатов, практически почистили весь портфель. И вот тогда начали меня замечать, получается. Потом в 2017 году, если память не изменяет, начался процесс объединения 2 самых крупных банков. И меня пригласили именно в части, тоже операционной части, в Казком. И моя задача заключалась в работе объединения банкоматной сети. Там, если не соврать, где-то 4000 банкоматов. И работой с международной платежной системой, это взаиморасчеты и так далее. То есть тоже какой новый участок, совершенно новый участок для меня. Это был новый вызов. Это был новый вызов в головном банке, не было опыта никогда, я не понимал, куда иду. Опять же, пойдем посмотрим, решим. И уникальность этого, я считаю, что это уникальный опыт, потому что редко такие крупные банки объединяются. И один технологичный, один такой устоявшийся. И задача усложнялась тем, что была перекрестная интеграция. То есть брали с 2 банков самое лучшее. Обычно, когда поглощение, поглощают тебя, вот наша система, работай и живи. Здесь нет. Система одного банка, система другого банка, это такое перекрестное. И наша задача была объединить это все. А здесь, получается, банкоматы, и они не должны были ни в коем случае, один день простой, это уже... И вот эта работа велась на протяжении 7 месяцев, наверное, 8 месяцев. И в день Икс это все благополучно заработало, так сказать. Дальше мне предложили работу в Таджикистане уже управляющим директором, что увидели меня там, получается. И Сколько лет? Там 3 года тоже 3 года. проработал. Да, 3. Управляющим директором. Управляющим директором год, потом 2 года заместителем председателя. Ты стал заместителем председателя правления дочернего таджикистанского банка, Да, правильно? да. Окей. Тебе
Уже было сколько лет? Не помнишь? Не помню. Ну, до 30 это все. Да, да. Нет, постстарше уже 30, 33, наверное, года, 33. да. Ну, условно, Дулат в 33 становится зампредом. Окей. Предложили выбрать в две страны, но руководство приняло решение отправить меня в Кыргызстан. Мгм. Там тоже 3 года, тоже хорошие результаты. Ну, Зампредом. да, Ты зампредом. сразу приехал туда Там зампредом, да? сразу Окей. уже зампредом. Но всегда в душе охота была вернуться в свою страну. Я думаю, ты скажешь, всегда была охота стать предом. Не, Нет? не, мне же предлагали, но это другая история. Окей, хорошо. Ты соскучился по По родине, через 3 родине. года решил вернуться в Казахстан. Да, и мне предлагали какие-то непонятные должности для меня. Ну, я считал, что я уже набрал большой опыт, и мне было что-то новое, что-то интересное, какое-то новое направление, обязательно руководящая позиция, потому что охота была созидать. Ну, мне какие-то позиции предлагали, и я тогда задумался, наверное, уже пора сменить банк и посмотреть на другие банки, потому что это тоже зона комфорта. И я за 12 лет знаю всю подкапотную своего банка, Окей. и как рыба в воде. А здесь сам себе ставлю вызов и ищу новое какое-то новое ощущение. И здесь появляется Freedom. Как он появился? Ну, ты что-нибудь слышал про Freedom тогда? Я, кстати, был подписан на вас Да? в Фейсбуке за полгода до этого. Я даже не знал. Я знал, что какой-то Жумагулов Айдос, ну, вот классно выступает в Фейсбуке, очень много интересного. Я прям в Фейсбуке к вам подписался. Следил, смотрел, мне было интересно, потому что вы очень классно выступали. Но я не понимал, что за банк, откуда. Это же 23-й год, да? Напомни, ты когда к нам присоединился? Да, это был 23. Я 23-й. вообще Ну, мы присоединился в конце процесс 23-го. становления банка он нашел, Да, да. да, в конце Мгм. 23-го. И я хорошо помню ипотеку. Мгм. Она прям выстрелила. Я был в то время вроде в Кыргызстане. И даже мы там уже услышали, что в Казахстане реализовалась цифровая ипотека. Там за 2 часа ты можешь получить квартиру. И это было прям интересно. Многие подписались как раз на вас. Мы все вас мониторили. Для нас было, да, интересно, куда двинетесь дальше. Потом появился автокредит вроде бы. Да, мы всегда наблюдали. Но я никогда не думал, что я приду во Freedom. Я начал искать там по знакомым, отправлять резюме, там, просить рассмотреть. Попал на наши радары, да? Да, и каким-то чудом попал на радары, и мне позвонили, сказали, мы хотят рассмотреть вас. А я всегда открыт. Вот, К миру. к миру, да. Где бы я ни работал, какую бы должность ни занимал, я всегда открыт на собеседование. Потому что это тоже опыт. Ну, интересно, Да, конечно. интересно. Себя Мгм. оценить, на других посмотреть. Было много собеседований, даже сидя там и работая в комфорте, в достатке, ты все равно там, если тебе пишут, а почему бы и нет, давай попробуем. И это была какая-то игра, ну давайте посмотрим, там 5-6 собеседований. Подключались непонятные мне люди. Я их вообще никого не знал, но было интересно. И я вот, как мы с вами сейчас, рассказывал свою историю жизни. Вот был там, здесь, и всем было интересно, какая у тебя богатая жизнь, да, трудовая. И в какой-то момент мне говорят, ну, ты нам подходишь, ты нам интересен, но нужно встретиться с одним человеком дополнительно, вживую. Господи, еще кто? И меня приглашают на Хурмангазы. Я, Роман Дамирович, я, насколько помню, Александр Трапезин, мы втроем. Вы и Ольга Сергеевна. Ну, я думаю, ладно, вот 10-й раз объясню, расскажу свою историю. У вас было мое резюме. И было все так, знаете, легко и просто. Возьмут, нет, посмотрим. Там работа есть, там никто не выгоняет. И здесь, не знаю, Айдос Палац, что разглядел во мне, но так получилось, что я здесь. Ну, супер. Слушай, ну, отвечая на твой вопрос, если это был вопрос, да, безусловно, это прежде всего твой опыт, потому что когда мы увидели, что, во-первых, ты был руководителем, зампредом в 2 разных странах, и можешь управлять большими командами, безусловно, ты был из банка, это было очень важно, потому что
банк же системная организация, регуляторная организация, да, и мы понимали, что ты сможешь выстроить все системно, тем более ты был из такого узкоспециализированного направления, как эквайринг, да. Для нас, конечно, ты был находкой, поэтому мы долго не думали, там, чуть-чуть с тобой поговорили, понимали, что нам повезло, в том числе и с тобой. Супер, смотри, еще раз, мы тогда правильно понимаем посыл твой, что твой карьерный рост, или вот, так скажем, история успеха от простого специалиста, простого парня, так скажем, преподавателя в школе до зампреда и сейчас одного из ведущих топ-менеджеров Freedom банка, это всегда принимать вызовы, брать ответственность, не бояться идти вперед. И это твоя смелость, ну, опять-таки, не безосновательная, ты же четко понимал, что ты можешь 24... Скорее всего, ты работал везде 24/7, день и ночь, да, там что-то там, ну, как бы все не расскажешь, но раз ты добивался результатов и показывал другую сторону, что можно делать все системно и классно, и результат говорил за тебя, и вот твой результат, наверное, тебя пушил вперед, собственно, и ты побеждал при разных, так скажем, в разных вызовах, и это делает тебя чемпионом, то, что ты сейчас достиг. Правильно? Да, Есть согласен. что-то добавить с точки зрения какие-то навыки, возможно, или какие-то особенности нужно иметь, чтобы стать руководителем, так скажем, топ-менеджером в большом банке? Ну, самое главное — это не поддаваться страху, да. Страх, он ограничивает, это основной ограничитель. Мы с вами работаем с людьми. Люди — это эмоции, и система — это логика. Вот в банке мы сейчас, у нас есть система, логика, люди — эмоция. И чтобы достичь этих результатов, ты должен уметь как раз-таки объединить эмоции с логикой. Вот, достаточно Самое тяжелое — это работа с людьми. Потому что например, мы измеряем опыт а, а, годами, проработанными годами на той или иной позиции. Я измеряю больше, ну, сейчас я к этому пришел, измеряю опыт ошибками. Сколько я допустил ошибок, за которые я взял ответственность. Я не боялся этих ошибок. Самое главное — не бояться. Страху никогда не может... Если у тебя страх, ты никогда не достигнешь результатов. И когда мне приходят какие-то вызовы, я молча соглашаюсь, говорю, по результатам посмотрим. И вот, наверное, со стороны преподавательского вот этого трудового стажа, это вот кропотливый труд, как вы говорите. Кто-то говорит, это микроменеджмент, кто-то говорит, но я люблю детали. Без деталей, мне кажется, тяжело. Полную картину сложно сложить, Да, да? да. И это с преподавательского периода у меня осталось, потому что ты ученику, чтобы что-то объяснить, ты должен сам понять сперва в деталях, потому что 30 учеников, обязательно кто-то задаст какой-то вопрос, и ты не можешь сказать, я не знаю, да, и ты должен как-то ответить. И вот это дает возможность тебе в нашей сейчас этой работе вот управлять система, логика, люди, эмоции. Если ты умеешь управлять эмоциями людьми, ну, все остальное, наверное, это все фигня. Супер, Дулат. У меня есть один личный вопрос. Вот э, мне всегда я не знал, у кого спрашивать, вот спрошу у тебя. А, Я, например, свой жизненный путь, ну, можно разделить на 4 цикла по 25 лет, как я его, да, градирую. Там первые 25 лет, то есть становление, ты учишься 11 лет, потом в университете учишься, магистратура, не магистратура. Там следующие 25 лет до 50 ты в активной фазе работаешь, там, да, там, так скажем, подъем, энергии много, пытаешься, добиваешься амбиций, потенциал реализовываешь и так далее. И вот после 50, следующие 25, когда меня спрашивают, а чем ты хочешь заниматься, когда мне вопрос задают, там, или кем ты хочешь быть, а, я вот всегда отвечаю, что хочу быть преподавателем. Тот накопленный багаж знаний и опыт, который есть, хочется отдать. Возможно, в университете, возможно, неважно как, но хочется поделиться этим опытом. И вот это желание отдать эти знания, оно вот больше доминирует. Поэтому, не знаю, после 50, когда вот третий, так скажем, период жизни начнется, вот ты не скучаешь по преподаванию? Не хочешь ли ты в будущем вернуться? Каково это? Вот просто Я, поделись. наверное, бы тоже, да, преподавать, наверное, больше в университетах, там, в колледжах, университетах, потому что в школах это очень сложно, ну, реально сложно.
Я бы хотел, да. Почему? Потому что вот смотрите, мы все люди приходим в эту жизнь получать опыт. Если, ну, пофилософствовать чуть-чуть, в моей парадигме мы все приходим получать опыт. И есть позитивный опыт, есть негативный опыт. Все зависит от осознанности. Как ты осознанно подходишь. Весь день, он состоит из выборов. Вот сегодня я пришел к вам на подкаст, это мой выбор. Или вы пригласили меня на подкаст, это ваш выбор. И вся наша жизнь с минут на секунду состоит из Я выборов. надеюсь, у тебя был выбор, да. Да, да. Но, да, не прийти было нельзя. Шучу. И вот, то есть, вот этот опыт, как раз получение позитивного или негативного опыта, не имеет значения какой он, оба хороши. Но в основном нужно иметь осознанность. А как иметь осознанность, если нету знаний? И получается, что основа всего — это знание. И когда вы преподаете, и это очень хорошая мысль, и я ее поддерживаю, и я тоже бы, наверное, когда был в достатке и в целом уже полноценный, наверное, бы классно было бы преподавать. Потому что знание, делиться знаниями — это самое, я считаю, важное в этой жизни. Потому что, получив знания, ты получишь, скорее всего, больше позитивного опыта. А мы же действуем как? Мы не хотим учиться, и идем сразу получать опыт. И по башке получаем. И получается негативный опыт. Тогда мы с тобой договариваемся здесь на подкасте, это же сохранится в истории, что после 50 идем преподавать. Да, в Давайте, да. какой-нибудь общий деканат. Договорились? Да. Вы договоритесь, я приду. Хорошо, я тебя приглашу тогда Да. тоже. Согласен. Окей. Дулат, расскажи, пожалуйста, собственно, вот раскрой, пожалуйста, что такое эквайринг. Давай попробуем разложить. Что такое эквайринг? Как работает мерчант? Как работает клиент? Что такое интерчейндж? Как это все вот выстроено? Вот все, что ты курируешь, давай попробуем объяснить простым языком для всех наших слушателей, какой блок ты курируешь и как это все функционирует под капотом. Ну, если мы говорим банк и вообще банковская система — это кровеносная система экономики, то глубже, наверное, ну, если глубже, вены — это вот как раз-таки эквайринг. Без возможности эквайринга ни один человек не может, ну, в рамках карточного бизнеса не может сделать какие-либо переводы или какие-либо операции. То есть есть торговый эквайринг, это когда вы приходите в магазин, и у вас стоят посттерминалы. Есть интернет-эквайринг, это когда вы покупки делаете либо с приложения, либо с интернет-сайтов, магазинов. Есть банкоматы, где ты можешь там снять или пополнить свою карточку. И вот если карточка без эквайринга, она не будет работать. Вот это нужно тоже понимать. Мы всегда там под капотом, вы, например, как клиент, делаете переводы там в другие банки, из других банков. Все это делают наши терминалы. Это электронные терминалы, открытые в процессинге, получающие ваш запрос, делающие авторизацию, и на основании этой авторизации происходит эта операция. То есть вы даете команду снять, оплатить, либо пополнить. Все это бежит в процессинг. Есть международные платежные системы, мы все прекрасно знаем: Visa, MasterCard, UnionPay. Есть национальная платежная система. В Казахстане, к сожалению, пока его нету, но так как мы присутствуем, например, в Таджикистане, это Корти Мили. Там в Кыргызстане это Эль-Карт. То есть это все вены карточной системы. Мы позволяем вам в миллисекунды отправить или оплатить эти деньги. Все просто. Вопрос такой-то. В Казахстане уровень безналичных платежей и переводов сколько там? 85, 90 там Ну да, рапортуют может. по-разному, да? И когда говорят, что объем безналичных платежей и переводов 85-95% не суть, ну, очень высокий уровень безнала, не все же эквайринг в чистой воде, ну, в чистом виде, да? Потому что есть P2P переводы с карты на карту, да, там, которые доминируют. И есть, собственно, вот как раз-таки e-com и торговый эквайринг, когда ты совершаешь покупку на рынке, и когда говорят, закинь мне на номер телефона, это не эквайринг, это денежный перевод. Большой потенциал для развития, наверное, e-com присутствует.
Может быть, чуть-чуть поговорим про это? Что может быть драйвером для того, чтобы наши предприниматели вместо платежей с точки зрения номеров телефонов, мы знаем там налоговый комитет, там вот эти все там 100 переводов, как бы это все знают. А, Как нам сделать правильную альтернативу, вот, чтобы он использовал, распаковывал в онлайне терминал, либо POS, и мог пользоваться, понятно, тарифой, но мог пользоваться действительно в прямом виде эквайринговыми продуктами, не обходными P2P переводами, а эквайрингом. Ну, мы вообще нацелены здесь во Фридоме, получается, сделать уникальный продукт, и мы уже сейчас разрабатываем его, в какой-то части он уже реализован, когда человек, предприниматель, мерчант, может там в одно касание заказать терминал. И наша задача дать возможность мерчанту принимать платежи, точнее, принимать эквайринговые платежи любым способом. Вот это наша задача. Там сейчас есть разные примеры. Это NFC, токены, QR мы разработали, есть алаханы, там есть FacePay и так далее. Мы тоже стремимся к большой линейке, дать возможность мерчантам, чтобы их клиенты могли по-разному осуществлять эти покупки. И в первую очередь, конечно, перед нами задача стояла, чтобы мерчант быстро получал этот терминал. И мне кажется, мы один из единственных банков, кто сейчас это разработал, когда в доли секунды ты, как мерчант, заходишь в приложение, мобильное приложение Freedom Business, и просто нажатием одной кнопки заказываешь себе терминал. И под капотом объединены там по меньшей мере, наверное, 5-6 систем. Вот это было самое тяжелое. То есть все системы разные. Если раньше это мы все вручную, там, в одну систему, потом в другую, в третью, и в итоге клиент получал свой терминал там в течение 3-4 дней, то для нас это было ненормально, и мы поставили задачу там в течение часа-двух. Но это была очень сложная задача — объединить и Я помню. родить это все. И я помню, когда Айдос Палач сказал: «Ничего не знаю, придумайте мне это все, сделайте». И мы закрывались на вот все вот после вашей встречи, когда вы там нагоняй нам давали, и мы уходили в думках, как это реализовать? Нигде еще нету такого. Потому что есть какие-то системы в банках, но все равно на каком-то пути есть разрыв, и там где-то ручками допинывается и так далее. А Айдос Булач ставит нам задачу, ничего не зная, в миллисекундов, еще мне посчитайте и покажите, что это было за 0,5 секунд. Вот такая была задача. И это было очень сложно. По меньшей мере 5-6 систем банковских, и как их объединить. И вы помните, у вас есть знаменитая, и вы ее используете, кстати, одна фраза, когда вы в чатах всегда ее кидаете. Какая? Слово, не фраза. Ну, Айдос Булач, Много их и вы побеждаете слово. побеждаете? Да, вот Окей. оно такое интересное же, потому что часть людей ее воспринимает ну, М. какая-то часть воспринимает по-разному. Большая часть ее воспринимает как: сейчас я пойду войну там устрою, всех и победа будет за мной. Я же ее воспринимаю по-другому, потому что сперва нужно себя победить. Потому что когда вы ставите какие-то задачи, внутри начинается вот эта Борьба. борьба. Почему мы? Зачем? Вот вроде бы все работает. Зачем это нужно? Как мы это все сделаем? И вот слово «побеждать» для меня больше «победи себя», прежде чем, ну, идти. И у меня, например, вообще в целом в моем трудовом пути я 50% времени теряю на побеждать людей. Своих же. То есть ты там в департаменте сидишь, вот шеф поставил такую задачу, и начинается: а зачем, почему, это нереально, Невозможно, да? невозможно. Но прежде чем ты прийти к нему, ты должен себя победить сперва, найти какой-то маленький плюсик в этом всем и вот так раскрыть для них, чтобы, ну, убедить их. И вот это самое сложное, потому что 50% времени ты теряешь только на то, чтобы побеждать своих же. И вот мы там закрывались в неделю по 2-3 часа, там в конференц-зале прям, бронировали ее всем составом и рисовали эти схемы.
а как здесь, а как там. То есть вычерчивали эти схемы и начинали там искать нюансы все эти. И я не помню, мы, кажется, за полгода это сделали. И это было настолько радостно, потому что реально за долю секунды терминал программируется. Просто достаточно его поставить у клиента, там 2 часа затрачивал столько на доставку. То есть клиент заказал, за долю секунды терминал, все запрограммировалось. Нужно было любой выбрать терминал, приехать, поставить, отсканировать его штрих, и все. И на этом терминал рабочий. И сейчас мы этот момент дорабатываем. Там много всяких интересных моментов делаем. Там и дополнительные терминалы, и закрытие терминалов. Мы же строим открытую экосистему. Если другие банки там закрываются, легкий вход, тяжелый выход, то у нас легкий вход и легкий выход. Вот в связи с этим мы реализовываем, даем возможность клиентам как и получать эти терминалы, так и закрывать эти, чтобы было все легко и просто. Вот это одна из побед, и которую мы сейчас работаем, дорабатываем. Смотри, еще раз резюмируя. То есть мы говорим, чтобы поменять стандарт и разбавить, так скажем, число P2P переводов, пытается все правильно выстроить комитет госдоходов и сказать, что P2P переводы без эквайринга это не, собственно, не норм, и там ты до 100 переводов можешь там, от разных лиц получить, свыше 100, собственно, это уже какая-то предпринимательская деятельность. И в рамках предпринимательской деятельности у тебя должен быть инструмент соответствующий. Это либо POS-эквайринг, либо e-com эквайринг. Это терминал, да, то есть мы объяснили, что... И вот здесь ключевое, наверное, то, что ты рассказал, весь путь, который вы сделали, это почему P2P переводы победили там, опять-таки, да, там, потому что было сложно получить этот пост. Понятно, тарифы. Когда ты, условно, делаешь бесплатный тариф, так скажем, демократизацию условий, да, там, с нулем сложно бороться, да, там. Но, с другой стороны, это еще комбинация, когда технологии приходят. И если раньше действительно этот терминал, помнишь еще, может быть, я тоже помню, больше 20 лет в банкинге, еще служба безопасности выезжала на твою торговую Да, точку, и да. иногда ты терминал получал за месяц на самом деле. Вот, но когда ты строишь продукт, быстрый, цифровой, и за минуту можно распаковать и онлайн-терминал, и посттерминал, это увеличивает твою конверсию, чтобы ты взял правильный инструмент для предпринимателя. Вчера буквально приезжали ребята, гости к нам из Европы, и мы как раз обсуждали, и они там рассказывали кейс, что в Европе одна из эквайринговых компаний, либо в банке направления эквайринга, сейчас детали не помню, но суть была следующая, что когда они вышли на рынок был распределен текущими игроками. Но что ребята сделали? Они сделали процесс, когда терминал распаковывается сразу. У ресторана, не знаю, парикмахерская, салон красоты. Они отдавали сразу терминал. Прям сразу. Ты можешь прям сразу платежи принимать. Но зачисление, условно, после KYC, ты уже шел там в их application, проходил KYC, и тебя, собственно, и шел settlement, да, платеж, и ты зачислял. Но вот возможность сразу получить этот финансовый инструмент для предпринимательской деятельности, он сыграл роль, и ребята перевернули рынок, они сейчас доминируют в Британии, собственно, и занимают лидирующие позиции. Это очень один из таких прикольных кейсов как раз-таки к тому, что в комбинации демократизация условий и технологий, они прям вообще меняют стандарт. Цифровая ипотека, она и показала, что ты, когда делаешь хороший продукт и делаешь его чуть дешевле, ты можешь, в принципе, там быстро поменять то, что другие ребята нарабатывали десятилетиями. Окей? Я сам начал рассказывать, что я хотел, то эту мысль потерял. Вот, вернулся к мысли, поймал ее обратно. Когда мы себе ставили этот вызов, твой очередной это вызов, что меня вдохновило, почему мы не можем так сделать, это когда курьеры привозят сим-карту, eSIM-ку, да, там, не знаю, закажите там Билайн, Киселл, там, любого мобильного оператора, и курьер просто с пачки, если ты не заказываешь какой-то специализированный номер, он просто с пачки достает, вот у него там упаковка, любой номер достает и отдает тебе. А ты дальше уже проходишь биометрию, делаешь KYC. И мы как раз, я помню, с тобой мы закладывали логику, почему мы не можем курьерам
также снабдить их терминалами, чтобы он достал рандомный терминал, отдал его, а дальше вся процедура идентификации, она пошла через мобильный application, когда он его привязывает, идентифицирует. И, по сути, вот это же тоже лондонский кейс, который вчера ребята рассказали, я им рассказал наш кейс. Они тоже, вау, круто. Я говорю, если вы e-com распаковываете, а мы пост, представляете, говорю, отдаем сразу любой терминал, сразу вот в моменте, и он за минуту его распаковывает. И в процессе ведь под капотом это очень важно тоже сказать. Ну, нас многие коллеги из банков тоже слушают, из других наших банков, так скажем, партнеров, конкурентов. Вы же сделали очень крутой процесс, когда вы в онлайне определяете его OCAD, к OCAD привязываете его MCC-код, по MCC-коду определяете тариф ему, который можно присвоить, да, там разные же, там есть MCC-шки. И после этого сколько-то минута занимает? Условно, терминал, если у него на столе уже стоит, чтобы Доли его секунды. активировать, Доли секунды. ну это же магия. И, собственно, вот эту магию вы сделали. Мне кажется, это очень круто. Плюс я вспоминаю интересный кейс, когда Дулат пришел, я его всегда назвал подполковник. Ты пока не генерал. Вот есть наши топ-менеджера, там, да, там и много же разных направлений. Там кто-то курирует IT, кто-то бизнес, кто-то там другой блок, финансы. Говорю, Дулат, ты пока полкан, говорю. Он говорит, ну почему? Ты помнишь, да, мы этот разговаривали? Ну, потому что ты еще не победил никого, говорю. Ты вот пока строишь что-то под капотом, готовишь свои войска, настраиваешь артиллерию, там, не знаю, оружие, там, свою, там, условно, и так далее, да, там. Вот когда ты выкатил этот рынок, этот продукт на рынок, и я сейчас вижу, как идет трафик, ну, то есть мы не загружаем филиалы. Если филиал... Ведь какая главная история? Когда клиент приходит в филиал к нашим менеджерам, что наши менеджера говорят? Ипотеку хотите? Идите в мобильное приложение SuperApp. Автокредит хотите? Идите в мобильное приложение SuperApp. Терминал хотите? Идите в мобильное приложение Freedom Business. Нет ручных процессов, нет бумаг. Нет такого, чтобы каждый побежал, что-то документы взял, подписал, все, заявка принята, ждите теперь, мы позвоним, звонок оборвался, в CRM-ке он потерялся. Циклов нет, и, собственно, ты можешь этот продукт доставить в онлайне очень быстро, оперативно, и вот этот большой пул интеграции, который сделан вашей командой, заслуживает большого уважения. Я очень сильно горжусь этим продуктом, и мы вот договорились, что мы сделаем в апреле, наверное, да, большую презентацию, расскажем, как это все работает. Поэтому я поздравляю тебя с генеральскими погонами. Да? Спасибо. Надо было раньше прийти на подкаст, да? Давай продолжим. Ты хотел продолжить мысль, да. Ну, мы не останавливаемся на этом. Мы сейчас обогащаем это. И один из новых, я не знаю, наверное, на следующей неделе или через неделю будет продукт. Это кэшбэки для ИП-предпринимателей. И это очень... Давай расскажем про это. Тоже крутая история. Крутая история. Нету его ни у кого. Мы, до него, я сейчас предысторию расскажу, мы в 2024 году приходили к вам и говорили, давайте сделаем свой QR. Помните? Помню. Потому что это уже норма, да? Все крупные банки имеют QR. Это must-have, так скажем, да? Это требование рынка, да? Там у тебя есть Apple Pay, у тебя есть QR, и, как ты сказал, что мы должны предоставить всю аллею, так скажем, инструментов для того, чтобы каким инструментом выгодно, клиент тем и оплачивает. Да. И мы пошли в эту историю, мы реализовали. Но по дороге нам появился единый QR, история с единым QR. Мы быстро переориентировались, и мне кажется, мы самые первые в 2025 году, да, в начале 2025 года, как банк уже единственный банк, который реализовал первый единый QR. Мы были готовы, у нас все системы были готовы. Давай еще к Бинуру обратимся. Бинур был в наших гостях. Я от тебя тогда передавал привет ему и сказал, наши ребята передали, что Бинур, вот подтверждаем, вот Дулат, человек, который реализовал этот проект. Еще раз, Freedom Bank был самым первым, кто поверил в эту историю, и мы реализовали этот единый QR. Мы интегрировались в этот проект как единый QR, как самый первый банк. В начале 2025 года это было. Но не было банков, и смысла в едином QR не было. Да? Как мы можем его реализовать, если ни один банк еще не реализовал? И мы ждали другие банки. Это я не помню, до лета или до осени мы ждали другие банки, чтобы уже вместе с кем-то уже пойти в эту историю. И тогда мы сказали вам, а давайте пока свой QR реализовывать, пока мы ждем другие банки. И мы в бой пустили свой QR.
Это тоже интересная вещь. То есть она реализована по стандартам там, единого QR, но когда человек сканирует его с нашим приложением, мы его идентифицируем как свой QR. Там у нас дополнительные кэшбэки есть, и мы за этот небольшой период, это получается с августа месяца там, до конца декабря, мы научили наших клиентов, что у нас тоже есть и QR. И после этого плавно это перешло, когда все банки остальные уже подключились к единому QR, это уже перешло в единый QR. Соответственно, и была идея, а как теперь, как стимулировать мерчантов, чтобы они как раз-таки использовали посттерминалы, использовали наш QR, не принимали вот эти переводы и так далее. И один из проектов — это кэшбэк для мерчантов, который мы с вами долго обсуждали. У нас есть система лояльности, она всем понятная, она выстроенная, и мы в рамках этой системы лояльности, где присваивается определенный статус, да, стандарт, золото, серебро, там, платинум. В рамках него теперь запустим, я надеюсь, там на этой неделе, на следующей неделе или через неделю запустим этот проект, когда мерчанты будут тоже получать кэшбэки. То есть это ИП-предприниматели, у которых есть наш терминал, и человек, который оплатил через наш терминал по QR, от этой суммы мерчант в зависимости от его системы лояльности получит кэшбэк. Ну, то есть у предпринимателей будет своя градированная система лояльности, да, там от стандарта до платинума, и, собственно, размер кэшбэка будет зависеть от ритейл-транзакций, ну, то есть от комиссии, которую эквайринговую мы берем, мы будем часть возвращать в виде кэшбэка Да. предпринимателю, Да, правильно? правильно. То есть это очень интересно, то есть мы будем стимулировать мерчантов именно работать с правильным эквайрингом. Не с переводами, не с платежами, а именно с эквайрингом. Это тоже новинка. Супер, супер. Это на самом деле очень важный поинт. Вот мы были в Пакистане с делегацией, с визитом, и там, что мы заметили, когда там очень высокий уровень наличных платежей, очень низкий уровень безналичных платежей. И когда мы разговаривали с местными, так скажем, government'ом, они нам рассказали, что предприниматели, если принимают через посттерминал платеж, ну, Яком, неважно, то налоговая нагрузка у них другая, снижается. Если ты принимаешь налом, собственно, у тебя высокая налоговая нагрузка. И это же вот как раз-таки история того, чтобы давать правильные инструменты для того, чтобы мотивировать самих предпринимателей. А если предприниматель будет мотивирован и говорить, оплати картой, оплати QR, неважно, но не наличными, оплати Якомом, а не переводом ко мне P2P, собственно, и он понимает, что он может компенсировать свою эквайринговую комиссию, свой расход путем того, что банк стимулирует, ему дает этот инцентив в виде кэшбэка, это, наверное, один из инструментов. И мы тоже вот как раз с нашим акционером Тимуром поштормили, говорю, это же вот все наши кейсы, которые мы вот строим в Казахстане, они будут максимально комплементарны для других рынков, которые, собственно, вот борются с этим уровнем нала без нала. Давай проговорим про самозанятых, раз я эту тему затронул. Я просто тоже скажу пару слов, да, в пользу Дулата, вот в его генеральские погоны. И то, что ты говорил, что ты не боишься вызов, подтверждение. Я вот, когда начало меняться законодательство, что появляется, так скажем, новый вид предпринимательства как самозанятый, у меня был такой, знаешь, биполярка такая, физики, юрики. Кому эту задачу поставить? Там, юрикам. Да нет, они как бы крупным бизнесом занимаются, там, ТОшки, большие АОшки, интернет-банкинг для юрлиц. Это не их история. Потом я пришел к нашим ребятам с малого микробизнеса. Я говорю, это ваша тема, ребят, давайте обсудим, как нам сделать классный продукт для самозанятых. И они тоже такие, да нет, это физики же, причем тут мы, у нас и так бэклог, короче, мы тут, это сбалачно, ну давайте это физики, это надо в суперап сделать. Но продукт оунер же должен быть, окей, там ребята-то без проблем там сверстают, задеплоят все в суперапе. А кто будет заниматься развитием продукта? И вот когда я пришел к продуктовой части, и у меня сразу Дулат, все, ты у меня всплыл в моменте, у нас была встреча, возможно, да, там? Нет, да? если
погружаться в правду, вы там просто увидели QR и сказали, все, это Дулат. Возможно, но не суть. А, Это же вопрос веры. Да. Я просто знаю, что ты сделаешь все правильно. И когда ты говоришь о том, что ты был преподавателем и погружался в детали, и вот то, что ты смог построить с посттерминалами, это погружение в детали. Ты должен точно разбираться. И вот благодаря тому, что ты с командой глубоко погружался, ты смог вот этот продукт и процесс выстроить. И у меня не было никаких сомнений, что с самозанятыми ты тоже построишь классный продукт. Расскажи, пожалуйста, про него, наш концепт. Это будет, возможно, даже лончем к продукту. Мы как раз выйдем к тому, когда ты сделаешь выпуск, релиз этого сервиса. Да, продукт вообще такой интересный. Мы когда обсуждали, опять же, вот это победить себя же нужно. Почему я этим занимаюсь, да? И нужно было зацепиться за какой-то хоть маленький плюс, да? Почему я этим занимаюсь? И маленький плюс, который превратился в большой, это и зато я буду понимать эти детали. И это был обед, я помню, вы по WhatsApp отправили. Я говорю, господи, опять что-то новое. И мне, да, я как... Голосовой, да? Да, голосовой, там Выходной день, да? да, выходной день, да, Не, я ночью. просто помню, я вышел с парикмахерской, Ага. да, у моего мастера я стригся, и у него у него куар висел обычно, и раз куара нет. Я говорю, Натали, а где куар? Он говорит, ну все, теперь я вот самозанятый, и как бы, а куара там нет. Говорю, а что бы ты хотела, говорю, вот сделать, чтобы через Freedom платежи у тебя все шло? Вот как, чтобы ты у нас открыла самозанятый? Она перечисляет 1, 2, 3, 4. Мне было удобно повесить QR, чтобы я не выбивала чеки, потому что у нее, понятно, конвейер, клиенты, ей точно не до этих процессов. Я говорю, если мы тебе все так классно реализуем, говорит, я все буду через Freedom делать. Я прям буду вас любить, говорит. Ну, и я вдохновленный вышел, это же фидбэк, да, там рынка. Я такой, так, Дулат, лови гранату. Да, я сижу, обед, думаю, блин, что такое самозанято. И мне достаточно было полчаса, я уже поресерчил, и понял, кто как пошел. А некоторые банки уже реализовали, но нужен был наш продукт, интересный продукт, и тогда у меня в голове уже сразу, это должна быть карточка, потому что карточка для физики. То есть самозанятый — это и не ИП, и не физик, Мгм. что-то между. И очень важно было для него понятный продукт, не изобретать что-то новое. И это обязательно должен был карточный продукт. Мы в концепции утвердили, что это будет карточный продукт, но он будет настолько классным, потому что система под капотом будет все делать за вас. Вам не нужно идти в ESL бизнес и что-то, какие-то манипуляции. Мы за вас сами все сделаем. Ваша главная задача, что если вы определились, что вы самозанятый, выпустите эту карту, мы сами сбегаем в налоговую, зарегистрируем вас, уведомим вас, что вы теперь самозанятый. Это первое. Второе, мы разрабатываем все возможные пути принятия платежей за ваши услуги. Это QR-оплата, это выставление счетов, это P2P-переводы. Все, что будет падать на эту карту, будет регистрироваться в автоматическом режиме к налоговой и пробиваться чеки. Также наш самозанятый, может аннулировать эти чеки, там, сделать какие-то частичные возвраты, полные возвраты и так далее. И самое, что важное, мы все прекрасно понимаем, что самозанятые не сдают декларацию, им достаточно до 25 числа следующего месяца оплатить единый налог в 4%, который Мгм. там внутри градации идет, Мгм. что-то на пенсионку, что-то на социалку и так далее. Мы тоже за вас все это посчитаем, Круто. отправим пуш-уведомление, что вам пора заплатить, и наши расчеты говорят, что объем у вас был такой-то объем, и сумма налогов составляет это. Вам просто необходимо подтвердить. Вот эта сейчас концепция утверждена, вовсю сейчас работает, мы уже... Плюс кэшбэки. Плюс, да, и самое главное, мы хотим раздавать кэшбэки в обеих сторонах. То есть клиент, который оплатит у самозанятого, он в любом случае получит кэшбэк, физическое лицо, и сам самозанятый получит кэшбэк. Мы хотим стимулировать таким образом и помочь государству в становлении вот этого нового направления самозанятых. Это очень классно. И все это будет в суперапе для физлиц, где вы потом дальше можете снимать с банкоматов, переводить на свои счета, делать другие P2P переводы. То есть все прозрачно. Это будут специализированные
счет, по которым налоговая там может все это контролировать. То есть продукт шикарный. Я думаю, там где-то в апреле месяце мы его, дай бог, реализуем и закроем там головную боль многим предпринимателям. Ну, Круто, самозанятым. круто. Мы все очень ждем этот сервис. Я думаю, что это тоже будет один из таких прорывных. Ну, в общем, генерал-лейтенант, как бы говорится. А, Давай поговорим про кэшбэки в небе, посттерминал в небе. Тоже такой интересный проект. Я помню, вы приходили, Дидар приходил, там ты приходил. Ну, я сначала, ну, как бы, ладно, сделайте, ребят, как бы, ну, фокус в другом, но все-таки расскажи, вы же там в итоге У нас очень... начали с одной авиалинии, а потом Да, да. масштабировались на всех практически. Но сам продукт очень уникальный. Почему? Потому что когда мы встретились с клиентом, оказалось так, что только мы и еще один банк может реализовать такую возможность. Это оффлайн оплаты, когда терминал без связи в небе, но должен уметь принимать эти оплаты. И это безопасное, технологичное решение, которое реализовано через Dash Freedom Processing, тоже под капотом. И получается, мы поставили задачу привлечь все три авиакомпании, лоукостеры, ну, и среди них и лоукостер есть, но оказалось очень тяжело, потому что бюрократия, очень много согласований, комплайенс проверки, то есть это, ну, и авиакомпании, они тоже такие большие компании. Мы каждый раз, когда приходим к Эдис Палатовичу, отчитываться, когда вы это сделаете? Скоро, скоро. И так год мы вроде бы побеждали, и самое интересное, что победили сейчас в трех авиакомпаниях «Скат», «Казахэйр» и «Флайерстан». Наши Присутствуют терминалы. наши терминалы, где любой клиент может оплатить за услугу или товар, который он приобрел на самолете. Проходит это все в оффлайн режиме. Затем, когда самолет приземляется, это все эти взаиморасчеты происходят. И плюс к этому клиент еще дополнительно получает кэшбэки. Мы назвали это кэшбэки в небе, и наши даже сотрудники очень много летают по Казахстану. Они тоже уже, даже я сам, там флаем летал несколько раз. И Приятно видеть очень результат, да? приятно, да. И это была очень сложная работа, потому что убедить эти крупные, там, весомые, классные авиакомпании, что мы тоже крутые, переходите к нам. Вместе с нами и был еще партнер, ну, есть партнер между нами и авиакомпанией. Есть партнер, который в нас поверил и который с нами сотрудничал. И ему большая благодарность, что поверил. И сейчас мы хотим идти дальше. Очень много же возможностей. Есть там железная дорога, есть автобусы, да? То есть тоже идти в это направление, занимать эту нишу, потому что технология у нас есть, она безопасная и проверенная. Смотри, когда ты пришел, у нас было сколько, 40, не 40, помню, 30 банкоматов, 39. да? Да, там. Э, Когда эмиссия начала расти, мы начали шибко нуждаться в инфраструктуре, потому что мы сейчас видим по динамике, что банкоматы переполнены. Я вот в Астану часто летаю, там вот с Ардахом встречаюсь, с нашим директором филиала, с коллегами, с другими из регионов. И они всегда говорят, когда банкомат уже на 30 или на 40% мониторинге, алерты срабатывают, заполнен, инкассация уже выезжает. Потому что если инкассация не выезжает, то с вероятностью там 98% банкомат будет заполнен кэшем. И у нас ресайклер, конечно, присутствует. То есть что такое ресайклер? Да, он самоинкассируется, выдает, балансирует. Но у нас такой перекос взноса наличными, да, там условно рост, так скажем, пассивная база идет, а снятия очень мало, потому что люди транзачат, собственно, получают кэшбэки, им это нравится, очередь наших банкоматов, но надо было нарастить эту сеть, эту инфраструктуру, еще правильно определить места. Может быть, чуть-чуть про это тоже расскажешь? Да, Это это тоже такое, целый вызов был? да, это вызов, это сложный период был, потому что Айдос Палач каждую неделю вызывал нас. И самое сложное в этом было, в чем было? Мы же не просто там поставили банкомат и там включили его, а Айдос Палач требовал с нас что?
требовал Это анализировать кто такой? каждую... О третьем лице. Да. Вы требовали Да, я от нас, шучу, да, окей, вы окей. требовали от Окей, нас как удобно. анализировать каждую ошибку. Вот это самое было Да. сложное. То есть, когда мы начали, когда мы приходили к вам, вам этого не было достаточно. Вы хотели видеть, сколько клиентов приходит, сколько клиентов не обслуживается по тем или иным причинам. И это был вызов реально очень Разобрать сложный. все бэдкейсы, да, все Да, деклайны. нужно было погрузиться во все ошибки. Во-первых, понять, что за ошибки, потому что банкоматы выдают один код ошибок, в процессинге это другой код ошибок, в МПС это третий код ошибок. Все это нужно было объединить и понять. И тогда мы выявили три направления. Это системные ошибки, когда вот что-то либо на уровне процессинга, или на уровне банкомата что-то происходит. Клиентские ошибки, когда у клиента там недостаточно средств, М? заблокированы или М? еще что-то. И третье — продуктовые ошибки. Вот когда мы в это погрузились и выявили кучу причин того, что там какая-то часть клиентов не обслуживается, вот это, с одной стороны, была трудная работа, но с другой стороны, мы раскрыли эти моменты, и каждый по своим, например, карточники исправили свои продукты, у нас департамент процессинга исправил свои системные какие-то моменты. Ну, клиентские, понятно, очень тяжело, потому что мы за каждого клиента не можем. Там, если вы знаете, там какая-то часть — это чужие карты, и тяжело регулировать это. И, соответственно, мы вышли к тому, что почти там 90% клиентов обслуживаются у Не, нас. ну там почти 4 девятки. Я не Ну, помню, 3 там 3 девятки, девятки, да, 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 там и да, хвост, да. Но да, да. хвост зависит от того, что Ну, вы не можете предсказать, у него там баланс остался на карте или да, нет, да. как бы это декланится, да, отказывается, либо там заблокировано, как бы понятно, там продуктовая часть. Но в целом вы, Это безусловно, да. проделали колоссальную Это очень работу. Там колоссально. твоя команда, Юли команда. Да, и здесь Юлия Вячеславовна как раз Ким тоже большую работу нам, потому что техническая часть-то у них, и мы вместе сперва ругались, потом спорили, потом ненавидели, и в итоге подружились. И вот этот кейс, мы настолько подружились в две команды, что сейчас там разбираем любые вещи. И мы видим сейчас 3 девятки, конечно, нужно стремиться к 4 девяткам. Уровень одобрения транзакции. Одобрение транзакций. То есть 99,99 это самый лучший показатель, когда практически все клиенты обслуживаются и получают Золотой стандарт, услуг. да. Да, золотой стандарт. Мы к этому стремимся. Я надеюсь, рано или поздно придем. И сейчас у нас со 40 стало 230 банкоматов. И самое интересное, что вы правы, мы выросли на 3000%. И это прям победа. Почему? Потому что мы стали вторым банком, которым приносят деньги. То есть если раньше у нас все почастую снимали, то сейчас у нас вот доля оседаемости, она очень велика, Высокая, да. высокая, да. И мы видим, что люди не просто пополняют или пополняют, но доля снятия меньше. И мы видим, что большая доля клиентов, которые реально работают с карточками, обслуживают в ритейл-транзакциях, в торговых предприятиях. Я думаю, это большая победа. Мы будем это развивать. Я думаю, там в этом году мы еще увеличим пару банкоматов. Плюс мы увеличиваем услуги на банкоматах. То есть мы хотим отойти от большую часть услуг, которые там реализованы в кассе, перекинуть на банкоматы. И сейчас это потихоньку развивается. У нас пополнение физлиц через ИИН есть юридические лица, есть ИП предприниматели. Это все уже сейчас на банкомате. Объемы колоссальные. Мы реально не успеваем снимать, инкассировать эту выручку. Я думаю, со временем... И мы, кстати, измеряем уровень нагрузки. Сейчас вот приоритет мы вот, как департамент туда направили, чтобы наши банкоматы как минимум на 70% были нагружены. То есть это тоже такой вызов, и от нее чтобы прийти к этому уровню, нам нужно работать над локацией. И сейчас мы активно это Я делаем. знаю, да. В этой истории, ну, не то что обидно, мне кажется, сложно клиентам, да, мы видим большой объем наличных, но что по сути происходит, да, учитывая, что есть какие-то заградительные барьеры в переводах, да, там комиссии высокие и так далее, по сути, кэш-аут, кэш-ин, да, то есть они снимают со своих банков зарплаты и пополняют нашей картой.
Потому что есть зарплатное рабство еще у нас, да, так я его называю, ну, все его так называют условно, когда сама компания закредитована в банке, и там в ковенантах прописано о том, что зарплатный проект должен быть в этой организации. А на самом деле сам клиент в этом страдает, потому что он не может выпустить зарплатную карту того банка, где он хотел бы получать зарплату, и вот этот вот процесс беготни в банкоматах, снятия и пополнения, он бы утилизировался. Я надеюсь, в какой-то момент произойдет так, что банки, банкам будет требование, чтобы они не привязывали к кредитованию зарплатный проект, тогда это развяжет руки всем, и, собственно, сами сотрудники смогут выбирать организацию, где бы они хотели получать зарплату. И тогда и сбалансируется как раз-таки вот этот поход с кэшом в кассы и в банкоматы, и, возможно, как-то он сбалансирует, так скажем, да, движение денег из одной организации в другую. Ну окей, это были мои мысли вслух там, да, там. А, Вот ты знаешь, я когда вижу тебя и твою команду, Дидар, Айдын, других ребят, да, которые приходят, они как все на подбор. Вот вовлеченные. Вот я не вижу там страха в глазах, или чтобы кто-то там спал, сидел, да, там, или вздыхал. Ну, может быть, потом вздыхают тебе. Но когда со мной встречаются, я вижу азарт, я вижу, что они все чемпионы, хотят... Ну, у них же разные блоки. Кто-то банкоматом занимается, кто-то посэквайрингом, кто-то процессами. У тебя там, не знаю, проектов 20, кажется, да? Но вот когда я общаюсь с твоими ребятами, они все вовлеченные, как ты, в деталях, в процессах. Расскажи про команду, где ты этих чемпионов собираешь-то? Вот они вот реально как все на подбор у тебя прям такие... Мне очень импонирует твоя команда, мне очень нравится с ними вести диалог, проекты, потому что вот их уровень вовлечения, он прям вдохновляет. Да, наш департамент вообще самый маленький, наверное, 20 человек. Но уровень, объем, точнее, проектов, он реально колоссально большой. То, что мы вам показываем на встречах, это какая-то выжимка, а в целом очень много. И у нас там на каждого человека по два-три проекта. Когда я работал зампредом в других банках, и у меня в кураторстве было несколько департаментов, ну, до 5, до 6 департаментов. И моя главная задача была не уволить человека, найти ему место. То есть не бывает бестолковых сотрудников, Согласен. бывает сотрудники не на своих местах. И у меня получалось там, я экспериментировал, потому что бывали люди, когда уходили, я спрашиваю, почему ты уходишь, что тебе не нравится и так далее. И я начинал их кидать между департаментов, искать. В Таджикистане это очень много таких случаев, когда там кассир в итоге там стал там, валютный департамент перешел и так далее. То есть всегда ищу их возможности, вижу их возможности. Для реализации их Да, потенциала, да. Ты реализую. раскрываешь потенциал, Да. да. Но здесь, когда я сюда пришел, и когда там 20 человек, у меня нет уже столько департаментов, и как я начал экспериментировать? Я начал давать проекты. Мгм. То есть текучка, ее никто не отменяет, это нужно работать с филиалами, с контрагентами и так далее. Но не всегда человек может показать себя через текучку, да, это такая неинтересная, скучная работа, но она должна быть. И тогда я принял решение, что вот начали поступать эти проекты, мне нужно понять людей, насколько они классные и как их раскрыть. И тогда я начал просто кидать им проекты и смотреть, как они реализовывают эти проекты. Это вот первое. Второе, ну, для меня важен человеческий фактор прежде всего. Понятно, что и при подборе кадров не то что лояльность, а честность. Я всю жизнь всегда для меня табу там в банковской сфере это часто встречается, какое-то мошенничество, внутренние фроды, там обманы и так далее. Я вот это не переношу. И когда я подбираю людей, для меня важно, чтобы мой сотрудник был честный. Какая бы ни была ситуация, какая бы ни была ошибка, он должен честно прийти и рассказать. Вот это самое главное. И весь коллектив, он честный. Приходит во всех ситуациях, приходит, объясняет, и это дает возможность быстро исправить ту или иную ошибку. Вот эти человеческие качества, целеустремленность, и, наверное, они тоже все, как и я, не боятся. Нету страха, это важно. Когда нет страха, ты можешь идти, развиваться. Когда тобой управляет страх, то у тебя появляются ограничители, и ты не развиваешься.
И самое важное, раньше у меня была модель управления «доверяй себе, контролируй всех». Но она не сработала. На какой-то период я понял, доверяя себе, я мог ничего не делать, не ходить в спортзал, условно я сейчас говорю, там, не заниматься там, английским или там, не проводить какие-то встречи и так далее. Потому что я типа крутой, ну что, я уже добился всего. Но я контролирую всех. И тогда я понял, что когда ты выстраиваешь работу через контроль, сотрудники просто выполняют. Просто выполняют. А мне нужен был проактивность. То есть не выполнять, а созидать. И я эту модель поменял, так как понял, что она тупиковая. Я начал контролировать себя, то есть полностью ходить вовремя, приходить, все стримы, все бэклоги, все во все погружаться и доверять своим людям. И тогда все поменялось. Когда ты выстраиваешь работу через доверие, люди начинают раскрываться и созидать. Вот это, наверное, Сто главный процентов, сто секрет, процентов. да. И сам я дисциплинирован и доверяю своему окружению. То есть, а чтобы довериться, нужно уметь еще и делегировать. Смотри, мир, ну как сказать, мир становится без границ, да, там порождаются разные модели, так скажем, денежных, так, трансграничных переводов, там есть, так скажем, история скрипты, которая ходит вне регулятора, да, там есть CBDC, как, так скажем, цифровая валюта, да, там цифровой тенге, цифровой юань, и, может быть, они тоже будут в будущем в какой-то связке. Есть куары, которые национальные сейчас, там в каждой стране единые куары порождаются, да, в Таджикистане уже он есть, в Казахстане, в Кыргызстане, собственно, есть. А, Как ты думаешь, будет ли единый куар, ну, большинства стран, когда мы с одним аппликейшеном, с одним мобильным приложением приедем и сможем оплатить в Грузии, сможем оплатить в Таджикистане? Ну, поделись своими мыслями, как нам выстроить вот эту инфраструктуру, чтобы попробовать объединить межнациональный единый QR, что появился у нас. Да, мы в этом направлении тоже работаем, активно работаем. У нас есть дочерний банк в Таджикистане, и пилотный проект, который мы сейчас реализовываем, это дать возможность казахстанцам, которые пользуются Freedom банком, приложением SuperApp, при поездках в Таджикистан оплачивать с этим же суперапом. Не надо обменники искать, не надо наличность искать. Единый QR Таджикистана, он очень популяризирован на территории Таджикистана. Он имеет большой объем оборота, и они в свое время очень рано начали этим заниматься, я думаю. И из-за этого большой объем оборота в Таджикистане проходит через их единый QR. Мы, с учетом того, что мы там присутствуем, захотели в этой истории поучаствовать. И сейчас, я думаю, тоже к весне мы реализуем эту возможность, когда мы уже это согласовали с Национальным банком Таджикистана, провели большую интеграционную работу. Сейчас осталось кусочек допилить в суперапе, и я думаю, к весне мы дадим возможность нашим клиентам, которые посещают солнечный Душанбе, пользоваться нашим приложением и легко и просто оплачивать везде на территории Таджикистана. Я думаю, это будет классный проект. Мы его тоже отметим обязательно. Еще один новый вызов. Да, но еще есть еще уникальный вызов. Это Китай. Для нас очень он Да. интересен. У нас сейчас безвизовый режим, мы взаимодействуем очень хорошо с Китаем. И мы бы тоже в этой истории хотели бы себя видеть. Я не буду называть, с кем мы сейчас работаем. Мы готовим Очень, проект для рынка, да, будет да. очень интересный Очень, проект. да. Это только будет начало, я сразу скажу. Мы его сейчас реализуем активно. Да, тяжеловато, но проект сам по себе Ну, нелегкий. очень интересно, да. Очень Да, интересно, и мы дадим возможность нашим клиентам работать с китайскими системами. Это будет классный вызов, классная возможность, но это будет только начало, а дальше еще больше, я думаю. Друзья, я надеюсь, было очень интересно. По крайней мере, мне точно. Я прям на одном дыхании провел сегодня подкаст с Дулатом. Дулат поделился большими, так скажем, победами и планами. Я надеюсь, напишите в комментариях, стало понятнее, что такое эквайринг, стало ли понятнее, либо нам придется перезаписывать. Вот. И второе, это то, что кэшбэки будут, если вы предприниматель, самозанятый,
Пробуйте наш продукт, делитесь фидбэком, любым фидбэком. Для нас клиентский отзыв — это лекарство, и мы будем стараться брать и исправлять, если у нас есть какие-то недочеты, делать для вас лучший продукт, экономить ваше время и ваши ресурсы. Спасибо, Дулат. Спасибо. Всего хорошего. Спасибо.